Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Сегодня в программе. В Риге собрались представители Евросоюза и стран Восточного партнерства. Ускорит ли это интеграцию Грузии и Украины в ЕС? В Украине отмечают Национальный день вышиванки. И экспедиция на землю Франца Иосифа. Исследователи Арктики бьют тревогу по поводу изменения климата. Начинаем с новостей из Праги. Шахида? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Шахида Якуб. Здравствуйте. В латвийской столице стартовал саммит «Восточное партнерство». Одной из главных тем дискуссий стала война в Украине и ее последствия. Программа «Восточное партнерство» предусматривает политическую ассоциацию и экономическую интеграцию Евросоюза с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдовой и Украиной. Незадолго до начала саммита канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мир и порядок в Европе был нарушен Россией, которая за последние 18 месяцев аннексировала Крым и воюет в Украине. Она также отметила, что пока Россия не изменит свою политику в отношении Украины, ей не может быть места в Большой Семерке. Восточное партнерство Европейского Союза с постсоветскими государствами не инструмент расширения ЕС. Следовательно, мы не должны поощрять ложные надежды, которые потом не сможем воплотить. На саммите Восточного партнерства находится главный редактор «Настоящего времени» Кенан Алиев. О происходящем с ним говорила Екатерина Кочкина. Это уже второй саммит, который проводит Европейский Союз в рамках этой программы Восточного партнерства. Приехали большинство глав Европейского Союза, в том числе Ангела Меркель из Германии и Франсуа Олланд из Франции. Но отсутствуют некоторые участники на высшем уровне из стран партнерства. Например, президент Азербайджана Ильхам Алиев не приехал на саммит, сославшись на подготовку к европейским спортивным играм в Баку. Насколько я знаю, в рамках саммита должна быть подписана декларация стран Восточного партнерства. Скажи, были ли какие-то проблемы с согласованием текста документа, с подписанием? Есть пункты, которые не устраивают, например, представителей Белоруссии и Армении. В частности, речь идет о том, что Евросоюз еще раз указывает на недопустимость российской агрессии в Крыму. И это подтверждается в документе. Этот текст вызвал несогласие представителей Армении и Белоруссии. И, скорее всего, в конечном документе будет найден какой-то компромиссный вариант. Министр иностранных дел Украины, участвующий в саммите, заявил, что официальный Киев хочет получить гарантии от Евросоюза в том, что страна является подходящим кандидатом в члены ЕС и что в следующем году Евросоюз снимет визовые ограничения для граждан Украины. Однако признаков того, что ЕС готова пойти на такой шаг, пока нет. Тем более, что определенная часть граждан Украины живет в зоне конфликта. С жителями одного из населенных пунктов в военной зоне беседовала Инна Вареница. Дома в когда-то престижном районе вокруг Донецкого аэропорта сегодня пустуют. Да и найти уцелевшее здание, пригодное для жизни, здесь трудно. Хозяева построек на время относительного затишья приходят сюда только днем. Вещи забрать. Днем тихо, пока еще так, более ночью нет. Не знаю, тяжелое, все тяжелое летит тут. Авдеевка, Пески, это, я не знаю, проклятые места. Что чувствовать можно, когда остался без жилья? Ребенок инвалид первой группы, остались ни с чем. Поселок Спартак в Донецке. Здесь ни воды, ни света, ни газа. Магазин в соседнем районе. Даже в эти разбитые дома сейчас возвращаются их хозяева. Те, кому больше некуда идти. Все они живут в подвалах. Все, полезли, прыгай. Внутри подвала света нет. А вот чтобы хоть как-то обогреться, Светлана с мужем установили буржуйку. Дымит сильно. Готовить еду женщина ходит в надземную пристройку. Благодаря хоть муку дали, так есть хоть что-то спекти. За огородами жителей этих домов начинается взлетная полоса. На земельных участках возле поля боя местные сажают овощи и пасут коз. Постепенно обрабатываем, что можем. Работы еще много, еще все вручную. Ждать урожая, переводить дом в порядок. В этом районе Донецка остаются 100 человек. Из них 2 – дети. Инна Вареница для «Настоящего времени» из Донецка. Конфликт в Донбассе глазами фотографов. Такая выставка открылась в Праге на этой неделе. Дарья Соловлева беседовала с военными корреспондентами о том, какова цена удачного кадра.
По пражским улицам мирно едут машины, а рядом замерла война. Снайпер целится в прохожих, руки тянутся за куском хлеба. На лицах то ли капли дождя, то ли настоящие слезы. Видите, там вот на дальнем плане мужчина с бородой, это Архан Джемаль, известный российский журналист. Мы с ним в Мариуполе много времени вместе провели. Почти на каждом снимке военный фотограф Петр Шеломовский узнает знакомые места и лица. Он сам носил бронежилет, прятался в окопах, своими глазами видел, как матери хоронят сыновей. Снимал детей, для которых война стала чем-то нормальным. Дети – это такие уникальные существа. Они, в принципе, все, что вокруг них происходит, они воспринимают естественно. Они ко всему привыкают. Они привыкают, что там, в 11 часов вечера начинается обстрел, и они привыкают, что надо идти в убежище, они привыкают, что там есть стало нечего, они, к звукам взрывов они привыкают. Петр тоже привык к тому, что его рабочее место передовая, к тому, что каждый удачный кадр – это чья-то боль. И опасность уже не опасность, а шанс. Как сказал один мой знакомый фотограф, если со мной что-то случится, я хочу, что-то снял. У украинского фотографа Макса Левина был выбор – стать солдатом или документировать все происходящее. Он решил, что во втором случае от него будет больше пользы. Макс чудом вырвался из Иловайского котла. Видел десятки свежих могил после обстрела Мариуполя. Там он сделал этот кадр. Женщина хоронила своего мужа. Многие на кладбище, конечно, очень негативно ставятся к фотографам и там запрещают, выгоняют. Она к нам подошла и говорит: снимайте мое горе, чтобы все видели, как невинные люди, мирные, страдают. Эти фотографии совершенно не вписываются в картину тихой пражской жизни. Пару минут, посмотрев на чье-то горе, люди проходят мимо. Фотографы, видевшие все это своими глазами, уже никогда не смогут быть просто наблюдателями. С начала войны прошло уже год, конечно, и из простых наблюдателей мы, наверное, стали участниками. Я, наверное, буду говорить про многих украинских фотографов. К нам в страну приехал агрессор, поэтому быть независимыми мы стараемся, но это очень сложно. Я думаю, что мы больше участники этого процесса. Дарья Соловьева, Кристина Закурдаева. Настоящее время. Кремль готов принять ответные меры, если Украина разместит на своей территории системы ПВО. Ранее украинские власти заявляли о своей готовности это сделать. А как на это смотрит НАТО? Наташа? В Брюсселе достаточно жестко напомнили, что система противоракетной обороны призвана защищать только членов НАТО, тогда как Украина является лишь партнером Альянса. Госдепартамент заявил, что США не планируют размещать системы ПРО в Украине и что все элементы находятся на территории НАТО. Представитель Госдепартамента Мари Харф в очередной раз подчеркнула, что натовская система ПРО направлена не против России, а против угрозы с Ближнего Востока. При этом высокопоставленный американский военный заявил о необходимости задумываться о развертывании системы ПРО для защиты от российских баллистических ракет. Репортаж Вадима Оленичева. Администрация США не сомневается, аннексия Крыма Российской Федерацией и последовавшие за этим военные конфликты ставят под угрозу не только будущее Украины и Европы, но и весь существующий мировой порядок. События в Крыму и Восточной Украине стали для Запада сигналом того, что военный потенциал Североатлантического блока должен быть как можно скорее реорганизован и усилен. Вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Джеймс Уиннефелд считает, что неотъемлемой частью этой доктрины должно быть расширение систем ПРО. По мнению адмирала, Америке и НАТО необходимо, цитата, «инвестировать огромные ресурсы в средства защиты от российских межконтинентальных баллистических ракет». Как бы мы ни пытались создать стопроцентную эффективную систему ПРО, это невозможно. Мы вовсе не ожидаем, что каждая ракета будет нами перехвачена, хотя мы и стремимся к этому. Но мы предпочитаем считать эффективной такую систему, которая способна удержать вероятного противника от нанесения удара, чтобы он потерял уверенность в том, что его атака будет успешной. Наши враги должны знать, что расплата за любой удар с их стороны окажется слишком велика. Мнение военного руководства разделяет и Томаш Шимоник, вице-премьер и министр обороны Польши. Он специально приехал в Вашингтон, чтобы заручиться поддержкой Америки в деле защиты от возможной российской агрессии. Проблемы НАТО, сказал Шимоник, не находились в центре внимания Соединенных Штатов в течение последних 2 десятилетий.
Однако, как образно выразился польский гость, сейчас Европа окружена огненным кольцом, и Североатлантический блок остается ключевым элементом в системе поддержания безопасности на континенте. В этой связи особую роль может сыграть новая организация под названием «Варшавский оборонительный диалог», созданная в прошлом году в рамках американо-польского сотрудничества. Ее задачей – оценить стратегические угрозы, существующие для стран-членов НАТО, и выработать рекомендации по их устранению. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Между тем, Верховная Рада Украины проголосовала за прекращение военного сотрудничества с Россией. Среди 5 соглашений, денонсированных в четверг, договор, дающий России право на транзит войск в Приднестровье. Ближний Восток. Боевики исламского государства захватили древний сирийский город Пальмира. В городе около 70 тысяч жителей и множество беженцев, покинувших свои дома в других населенных пунктах Сирии в результате конфликта. 2000-летние руины Пальмиры являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, и сотни древних статуй были ранее перевезены в безопасное место. Однако история обращения боевиков с древностями вызывает серьезное опасение в том, что бесценные археологические памятники могут быть уничтожены. Реакция директора ЮНЕСКО Ирины Боковой. Это крайне важное место культурного наследия, которое принадлежит всему человечеству. Мы несем ответственность за его сохранность. Я не могу себе представить, что мир больше не увидит Пальмиру. Еще один взгляд на ситуацию в Ираке и Сирии. Американский конгрессмен-республиканец Дана Рорабахер сравнил масштаб угрозы ИГИЛ с угрозой свободному миру со стороны Советского Союза. За мою жизнь возникало несколько угроз свободе людей в разных частях света. Самой большой угрозой был коммунизм, Советский Союз с приверженностью этой идеологии, во имя которой убивали людей и устанавливали этот режим в разных странах. Тут речь идет о том же самом идеологическом позыве, только не со стороны нерелигиозных коммунистов, но исламских фанатиков, которые готовы убивать людей самыми жуткими способами, с целью терроризировать как западный мир, так и их собратьев-мусульман. Так что нам надо бороться с этим вместе, как это было в борьбе против коммунизма, чтобы обезвредить эту угрозу. Американская разведка обнародовала значительную часть документов, найденных бойцами спецназа в укрытии лидера Аль-Каиды Усама бен Ладена в Пакистане. Из переписки бен Ладена с его помощниками выясняются неизвестные ранее детали. К примеру, некоторые представители Талибана, предоставившие укрытие террористической группировке в Афганистане, были против атак 11 сентября 2001 года. Лидера Аль-Каиды также явно интересовало, что американцы думают о его деятельности. На его книжной полке был отчет комиссии Конгресса о терактах 11 сентября и доклады о деятельности Аль-Каиды. Во время судебных слушаний в Англии выяснилось, что скончавшийся в 2012 году бизнесмен Александр Перепеличный мог быть отравлен. Ранее полагалось, что он умер естественной смертью. Напомним, Перепеличный упал замертво недалеко от своего дома в графстве Суррей во время дневной пробежки. Мы поговорили об этом сегодня с Биллом Браудером. Бывший крупнейший инвестор в Россию, ныне критик Кремля, активно пытался убедить британскую полицию, что речь идет об убийстве. Alexander Perepelичny died on the 10th of November 2012. Александр Перепеличный скончался 10 ноября 2012 года. Мы узнали об этом от общего знакомого 6 дней спустя и написали главе суррейской полиции, это пригород Лондона, сообщив ему, что смерть не была естественной, что этот человек был активным свидетелем в крупном деле о российской организованной преступности и отмывании денег, которое было открыто властями Швейцарии. Мы призвали полицию незамедлительно открыть расследование об убийстве и провести токсикологические экспертизы, поскольку другой противник режима, Александр Литвиненко, был убит в Лондоне посредством отравления. По словам Браудера, британская полиция проигнорировала это письмо. Однако его адвокаты добились открытия дела об убийстве, хотя через некоторое время оно было закрыто. История вновь вызвала интерес в связи с обнародованными результатами исследования одного из ведущих британских специалистов по ядам, профессора Моник Симмонс. Она обнаружила в организме Александра Перепеличного остатки экстракта ядовитого растения «желтый жасмин». Мне не совсем ясно, чем руководствовалась британская полиция, но понятно, что это история со взрывным потенциалом. Если они придут к выводу, что он был убит, это меняет все. Это меняет дипломатические отношения между Британией и Россией. Это меняет то, как рассматривают или должны рассматривать некоторые другие дела. Полиции легче всего пожать плечами, сказать, что иногда люди умирают, и именно это произошло в данном случае. Но если смотреть на вероятность того, что здоровый 44-летний мужчина вдруг падает замертво,
шансы не столь велики по сравнению с вероятностью того, что свидетеля против российской организованной преступности убивают. Вот с этого и нужно было начинать следствие, чего изначально сделано не было. Экономика. Министерство юстиции США огласило сумму рекордных по величине штрафов в отношении 5 крупнейших банков мира за манипуляцию курсами валют и другие незаконные действия. 5 крупнейших мировых банков должны будут выплатить более $5,5 миллиардов по обвинению в сговоре с целью незаконной манипуляции курсами валют. По словам представителей Министерства юстиции США, трейдеры этих банков работали скорее как компаньоны, чем как конкуренты, заключая и придерживая сделки, чтобы управлять курсами доллара и евро. Группа трейдеров называла себя «Картель» и использовала электронные чаты и закодированные сообщения. Курсы, которые устанавливает рынок, влияют практически на все секторы всех экономик мира. Их действия увеличили доходы банков, нанеся вред бесчисленному количеству потребителей, инвесторов и организаций во всем мире, от пенсионных фондов до крупнейших корпораций, включая клиентов этих же банков, то есть людей, которые доверились рынку. 4 банка – Citigroup, JP Morgan Chase, Barclays и Royal Bank of Scotland – нарушили антимонопольное законодательство. Банк UBS заплатит штраф за манипуляции с ключевой ставкой. Часть штрафов наложена Федеральной резервной системой США, а часть – властями Великобритании. И далее в программе коллеги в Праге продолжают серию репортажей из Калининграда. Шахида? Спасибо, Наташа. В России только приступили к строительству стадионов для чемпионата мира по футболу 2018 года, а последствия будущей грандиозной стройки видны уже сейчас. Сотни домов жителей Калининграда, вставших на пути спортивного сооружения, рискуют пойти под снос. Жителям одного из таких домов беседовал Андрей Королев. Леонид Иоффе везет своего 29-летнего сына Виталия из больницы на окраину Калининграда в собственный дом, на строительство которого потрачено более 5 лет и почти 13 миллионов рублей. Через месяц семья из 7 человек может остаться без жилья, ведь именно в этом районе города строят стадион к чемпионату мира по футболу 2018 года. Вот стоите на площадке. И вот туда, видите, выселенные дома. Стадион «Арена Балтика» на острове Октябрьский займет около 100 гектаров земли и обойдется государству в 10 миллиардов рублей. Участок Леонида Иоффе занимает лишь 10 соток, но именно он мешает строительству коттеджного городка для гостей чемпионата и 2 автостоянок на 7 тысяч автомобилей. Власти пошли по самому простому пути. Дом, построенный специально для Виталия, страдающего тяжелой формой церебрального паралича, должен быть снесен. С колоннами, со львами нам не нужно. Дома неплохие предлагали нам. Я говорю, ну дело-то не в этом. Ну куда я с коляской на 3-й этаж полезу? А вот здесь много места. Ну вы что, это вы о собачках говорите, что есть прогулочная? Несмотря на протесты хозяина, власти провели оценку участка и дома, однако никто из экспертов в доме Иоффе не был. Оценка оказалась заочной. Значит, 8 с хвостиком этот дом стоит, а земля 10 соток стоит, там 2 участка, да? 1 200 000 там. Когда каждый мальчишка, я повторяю, знает, что сотка на самых задворках стоит 500 000. Нам не удалось добиться комментариев от Комитета по имуществу правительства Калининградской области. В числе прочего, мы интересовались, на каком основании из построенного по всем законам дома может быть выселена семья, имеющая на иждивении инвалида. Всего же в районе будущего строительства Калининградского стадиона находятся десятки частных домовладений. Судя по всему, их ожидает одинаковая судьба. Андрей Королев. В настоящее время. Калининград, Москва. Национальный день вышиванки сегодня в Украине. В контексте событий на востоке страны вышиванка стала не просто праздничной одеждой. Теперь граждане страны, невзирая на свою национальность, надевают вышитые сорочки как символ солидарности народа. Знатоки национальной одежды твердят, что украинская вышиванка – это восстание из очень далекого прошлого. Дальше рассказы о вышиванке от жительницы Львова Роксоланы Шемчук, коллекционера народной одежды. Многие символы на украинских вышиванках с точностью повторяют символику трипільской керамики, от которой нас отделяет несколько тысячелетий. А все потому, что это древние обереги, которые переходили из поколения в поколение. Вышитые на сорочке, они должны были защищать от проникновения зла, причем со всех возможных сторон.
Потому что мог нечистый снизу подобраться, и всегда есть вышивка вокруг шеи, где граница между лицом и скрытым под сорочкой телом. Этот принцип вышивки характерен для всех регионов Украины, а вот в остальном максимальное разнообразие. Десятки оттенков и техник, часть из которых повторить современные вышивальщицы уже, к сожалению, не могут, а узоры читали как географические карты. А это Покутье, равнинный край на границе Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Местные вышиванки с никакими другими не спутаешь. Яркий красный узор во весь рукав. И как бы в противоположность ему доминирующий, даже легендарный черный борщевских сорочек с Тернопольщины. Когда-то турки вырезали там целые села, мужчин, молодых парней, детей угнали в плен. И женщины дали обет 7 поколений ходить только в сорочках черного цвета. Правда это или нет, теперь уже не узнать, однако коллекционеры говорят, в начале 20-го столетия, когда приблизительно 7 поколений как раз и прошло, эти западно-подольские вышиванки стали значительно ярче. Но это все прошлое, а сейчас украинская вышиванка опять на пике популярности, она в коллекциях известнейших мировых кутюрье, на улицах, в офисах и в школах. За событиями в родной Украине наша коллега-журналист Виктория Геродская с надеждой следит из Тбилиси. Бывший шеф-редактор донецкой телерадиокомпании за несколько месяцев стала самым востребованным производителем тортов, пользующихся большим спросом и у взрослых, и у детей. О необычной истории семейного счастья и бизнеса в материале Зураба Двали. В Украине я работала журналистом, шеф-редактором отдела новостей, закончила школу киевскую, школу редакторов. Журналисты, как известно, народ находчивый. Годы работы на донецком телевидении научили Викторию Геродскую 2 вещам: с интересом относиться к любой теме и верить в свои силы. Нечаянно нагрянувшая любовь с грузинским акцентом привела не только к кардинальной смене места проживания, но и любимой профессии. Муж Леван не нарадуется неожиданному семейному бизнесу и всячески помогает Виктории. Поход утром на рынок за продуктами – его часть работы. Инженер с многолетним стажем и кулинарными пристрастиями настоящего грузина шутит, что в его жизни после знакомства с Викой началась сладкая и вкусная полоса. У Ливана есть свой секрет семейного счастья. То жена мне уступает, то я жене уступаю. Обычная семья со своими проблемами, со своими маленькими разговорчиками. Ну, обычно, как обычно, но в основном у нас все хорошо. Мастерская Виктории Геродской – небольшая комната, где на глазах у посетителей происходит самое настоящее кулинарное чудо. Дети в восторге, ведь они могут заказать фигурки любимых персонажей из мультфильмов. Ну а взрослые просят, как правило, украшения в виде дарственных надписей, букетов и логотипов компаний. В общем, тут исполнят ваше любое желание. А вот и первая посетительница пришла забрать свой заказ. Я давно мечтала об этом торте, я давно его хотела купить, и сейчас у меня появилась возможность. Торты Геродской – бренд, за которым стоит самая настоящая мечта. Главное – верить в свои силы. И тогда мечте свойственно становиться реальностью. Зураб Двали, Гога Чконя и Давид Симонишвили специально для программы «Настоящее время». Тема глобального потепления у наших американских коллег. Наташа. Президент США назвал изменение климата угрозой национальной безопасности. Выступая на выпускной церемонии в Академии береговой охраны США в Нью-Лондоне, штат Коннектикут, Барак Обама заявил, что эта проблема касается всех стран нашей планеты. Группа ученых решила привлечь внимание властей и государств, заинтересованных в Арктике, к тому факту, что арктические льды тают с существенной быстротой. Репортаж Ануша Витисяна и Игоря Тихоненко. Арктика. Здесь летние месяцы становятся длиннее, воды теплее, а когда-то необитаемые острова доступнее. Это быстро меняющаяся экосистема, ставшая жертвой глобального потепления, сегодня привлекает даже те государства, которые ранее не проявляли интереса к приполярному региону. Развитие водных транспортных путей, рыболовство и добыча полезных ископаемых – среди причин обновленного интереса к Арктике. Однако в гонке за материальной выгодой человечество забывает об одной из главных функций севера нашей планеты. Арктика фактически кондиционер земного шара. Она помогает охладить планету. Однако этот регион сейчас переживает серьезнейшие изменения. Он теплеет в 2-3 раза быстрее, чем остальные части нашей планеты. За последние 35 лет толщина многолетнего ледяного покрова в Арктике уменьшилась на 40, а в некоторых ее частях на 70%.
Кораблям стало легче преодолевать молодые морские льды, а значит, людям стало легче передвигаться с острова на остров, оказывая дополнительное влияние на местную экосистему. Так, этой группе исследователей, состоявшей из американских, российских, испанских, британских, французских и австралийских ученых, удалось в летние месяцы посетить один из самых северных архипелагов Арктики – землю Франца Иосифа. И если в XIX веке члены австро-венгерской экспедиции Вейпрехта и Пайера, случайно открывший архипелаг, в прямом смысле слова рисковали своей жизнью, исследуя его, то современные путешественники работали в гораздо более комфортных условиях, имея при себе точные карты, GPS и специальные лодки. Экспедицию возглавлял штатный исследователь National Geographic Энрик Сала. Исследователи в 19 и 20 веках путешествовали с острова на остров на лыжах. Мы были на земле Франца Иосифа в августе, и на воде у архипелага лед практически отсутствовал. Это самая большая угроза для экосистемы острова. Мы провели 5 недель на этом архипелаге. Огромный ландшафт, покрытый снегом, белые медведи, колонны моржей. А когда мы погрузились в эти воды, несмотря на невыносимый холод, температура -1 градус по Цельсию, мы обнаружили сказочный подводный мир. Несколько десятилетий после того, как в 1914 году здесь был поднят российский флаг, архипелаг оставался необитаемым. Однако в 50-е годы на земле Франца Иосифа Советский Союз развернул радиотехнические войска. После распада СССР многие объекты на архипелаге, а также техника были заброшены. Земля Франца Иосифа была признана заказником. Однако сегодня российские власти возродили интерес к этой самой северной территории своей страны. Минобороны планирует создать здесь первый снежный аэродром для самолетов военно-транспортной авиации. После распада СССР интерес к этим военным базам уменьшился, так как у властей не было средств на их содержание. Но изменяющиеся природные условия и возможности проведения судоходных транспортных путей требуют особого мониторинга. Необходимо гарантировать, чтобы все, кто получает доступ к этим водам, действовали, не нанося вреда экосистеме. Арктика – часть национальной идентичности россиян. Россия владеет огромной частью Арктики. Она проявляет большой интерес к региону, к его экономическим возможностям. С научной точки зрения, это прекрасное место для океанографических наблюдений. Важно иметь научные данные со всего севера земного шара для того, чтобы разрабатывать климатические модели. Одна из главных целей международной экспедиции Энрика Сала – демонстрация того, что даже на самых северных островах таяние льдов стало серьезной угрозой для всей экосистемы и, как следствие, изменения климата планеты в целом. Если человечество вовремя не спохватится, то мировой кондиционер может начать давать серьезные сбои, точные последствия которых никто не берется предсказывать. Ануша Витисян, Игорь Тихоненко. Настоящее время. Вашингтон. Ну и под конец в Нью-Йорке танцуют. По улицам города прошел 9-й ежегодный танцевальный парад, в котором приняли участие более 10 тысяч человек. Парад – одно из самых этнически и культурно многообразных ежегодных мероприятий Нью-Йорка. Здесь можно увидеть более 70 танцевальных стилей – от балета до брейк-данса. А еще красочные костюмы и десятки передвижных платформ. Организаторы таким толерантным мероприятием напоминают, что танец может объединять самых разных людей. На этом наша программа подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Шахида, спасибо и до встречи в эфире. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже завтра. Я Шахида Якуб. Всего доброго, до свидания.